памяти. И журналисты вообще и аналитики полагают, что Кэмерона Даллес отправил не случайно, потому что если некий человек сидит под видом Гесса, то просто так этот человек не может сидеть. Значит, ему стерли память, переформатировали личность и его убедили, что он Гесс. Сейчас это делается элементарно с помощью психотропных средств. Мозг человека – это жесткий диск, на который можно записать от 20 до 40 личностей. Естественно, в конце 30-х, в первой половине 40-х годов это делать было труднее, но это умели делать уже тогда. Кстати, впоследствии Кэмерон прославится в знаменитой акции ЦРУ МК Ультра по промывке мозгов и по переформатированию личности, по распространению наркотиков в кампусах. То есть человек он был не случайный. И отправлять смотреть, есть ли шрамы у Гесса, можно было кого-то другого. Нет, по-видимому, журналисты правы. Его отправили, Кэмерона отправили, чтобы он посмотрел, не человек ли это с промытыми мозгами, с переформатированной личностью. Это Кэмерон мог вполне легко определить. И британцы его не пустили. Ну, о финале Гесса я уже сказал. И вот куда привела нас история с гибелью герцога Кентского. Это эпизод. А сколько за этим эпизодом исторических драм? И прав был Гёте, который говорил, что под каждой могильной плитой лежит всемирная история. И действительно, герцог Кентский, его смерть, перелет Гесса. Вроде бы два эпизода, но сколько за этими эпизодами крови, сколько за этими эпизодами интриг, человеческих мерзостей и просто жертв истории, люди, которые погибли во время Второй мировой войны, которые организовали для того, чтобы, не дай бог, у мировых финансов не упала норма прибыли. Обратите внимание на имена. Раймонд Ли Харви, а второй человек Освальд Ортис. Получается Раймонд Ли Харви, Освальд Ортис. Я хочу напомнить, что имя человека, на которого свалили убийство президента Кеннеди, было Ли Харви Освальд. То есть это был такой прямой и явный намек. И Картер понял. Но вот что интересно. Через несколько лет журналисты попытались найти вот этих двух людей, которые якобы готовили покушение, потому что журналистам было сообщено, что их судили, они получили срок, сидят в американских тюрьмах. Так вот, американские журналисты стали искать их в тюрьмах и никак не могли найти. И выяснилась странная вещь. Ни в одной картотеке, ни в одной американской тюрьме таких лиц не было. То есть, скорее всего, это была чисто постановочная вещь. Никто никого не судил, никто никого не сажал в тюрьму. Задержали неких людей, сказали, что их зовут так-то. И таким образом показали, что Картеру в случае его действий грозит то же, что произошло с президентом Кеннеди. На этом мы сегодня заканчиваем. Я думаю, что мы еще не раз обратимся и к загадкам истории, и в том числе и к загадкам Второй мировой войны, потому что многие грязные секреты нынешней мировой верхушки коренятся именно во Второй мировой войне. И я уже не говорю о том, что целеполагание современных североатлантических элит очень похоже на нацистское целеполагание. Собственно, это один проект, только который реализуется не так брутально и в других исторических условиях. И нужно хорошо знать, как возникали эти проекты, нужно знать их героев, нужно знать технологию, потому что одной технологии можно противопоставить другую.